Компании «Алрос» было дано порядка 13 пунктов поручений по исполнению как раз поручения Государственного собрания, по которым сейчас я постараюсь отчитаться. Из 6 из пунктов 3, 4, 5, 8, 12 и 11 были исполнены. Пункт 3. Выявить причины выхода высокоминерализованных вод на поверхность водных объектов бассейна реки Мархан, междуречья Далдын, для обеспечения экологической безопасности при эксплуатации участков закачки дренажных вод. В 2016 году проведено натурное обследование территории источников выхода минерализованных вод. По результатам обследований отдельных проб, отобранных проб воды реки в контрольных точках ухудшения качества вод не было выявлено. 4-й пункт. Провести общественное слушание по планируемым геологоразведочным работам, которые затрагивают особо охраняемые природные территории в Мерзлинском, Сунтарском и Лусах. В 2016 году Бутубинская ГРЭ провела на территории Сунтарского района общественное слушание. По результатам общественных слушаний было принято решение о согласовании проведения геологоразведочных работ в зоне ресурсного резервата Очумак. В 2016 году получено от Министерства охраны природы разрешение по геологическому изучению недр в зоне традиционного природопользования ресурсного резервата Тюкян. И также в 2016-2017 года было получено 3 разрешения от Министерства охраны природы. Именно разрешение на право посещения ресурсного резервата Суджет. 5-й пункт. Ежегодно информировать население Республики Саха через средства массовой информации о проведенных мероприятиях в области охраны окружающей среды в зоне деятельности промышленных объектов компании. В течение 2016-2017 годов была запущена достаточно обширная программа информирования, которая затронула информацию за извещение, информирование через печатные издания и телевизионные каналы. То есть это печатные издания Якутия-24, Якутия, Молодежь Якутии, Крым, Мирнинский рабочий. Также телевизионные каналы НВК Саха, Вести Саха, ТРК Алмазный край. Работа в 2017 году максимально продолжается. На 2018 год будет проведена аналогичная программа, составлена согласованно. 8-й пункт. Предоставить Министерству охраны природы Республики Саха-Якутия результаты анализа начального этапа освоения левобережного участка закачки высокоминерализованных вод рудника «Удачный» и проект технологического регламента по подземному размещению высокоминерализованных вод многолетней мерзлой породы. Результаты анализов на начальном этапе освоения левобережного участка захоронения высокоминерализованных вод вместе с проектом были предоставлены в Министерство охраны природы. 11-й пункт. Повысить ответственность должностных лиц за предоставление достоверных данных статистической отчетности в форме 2 ТП «Латхоз». Специалистам, ответственным за составление и предоставление госотчетности в соответствии с должностной инструкцией, поставлены соответствующие цели и задачи. 12-й пункт. Продолжить комплексные научные исследования бассейнов рек Далдын, Марха с использованием геофизических и технических методов исследования с целью установления источника причин негативного воздействия на данные водные объекты, а также обеспечить проведение независимой научной экспертизы указанных исследований. В 2014 году силами НИИП ССФУ проводились гидрохимические и гидробиологические исследования бассейнов рек Далдын и Марха. Периодичность данных исследований составляет 1 раз в 4 года. На ежегодной основе проводятся исследования бассейнов рек Далдын и Марха силами Сибирского отделения Института земной коры Российской академии наук. Это изучение геохимических параметров наземной и подземной гидросферы. Силами Мирнинской ГРЭ проводятся гидрогеологические исследования, гидрогеоэкологический мониторинг проводится, который затрагивает исследования поверхностных вод. Начиная с 2016 года и ежегодно планируется силами Института Кутнепроалмаз в составе комплексных исследований по оценке состояния окружающей среды в зоне деятельности компании проводятся исследования поверхностных водных объектов и водных отложений. Пункты, которые еще не завершены, находятся в работе. Первый пункт. Провести анализ возможного возникновения экологических рисков на территории бассейнов реки Мархи и разработать предложения по их минимизации. Компания ежегодно проводит комплекс исследований по оценке воздействия производственной деятельности на состояние окружающей среды, в том числе на водные объекты. В 2016 году результаты
составленные по аналитическим исследованиям, были направлены в Министерство охраны природы. В 2017 году проведено 21 исследование природной воды на территории водосбора реки Марха. Результаты по проведенным исследованиям будут оформлены также аналитическим отчетом и предоставлены Министерству охраны природы. Дополнительно в 2017 году была разработана и согласована с Министерством охраны природы программа комплексных совместных экологических исследований природных средств в зоне деятельности компании. Второй пункт. Обеспечить экологическую безопасность водохранилищ, полигонов захоронений высокоминерализованных вод и других гидротехнических сооружений, а также их рекультивацию. В апреле-мае 2017 года представителями Западно-Якутского территориального отдела Ленского управления Ростехнадзора были проведены проверки состояния 3 гидротехнических сооружений компании, относящихся к сооружениям первого класса чрезвычайно высокой опасности, на которых предусмотрен режим постоянного государственного надзора. В результате проверок нарушений выявлено не было. В течение 16-17 годов Мерлинским ГОКом проводится работа по рекультивации земельного участка, ранее использованного в эксплуатацию хранилища первой-второй очереди фабрики номер 3. По результатам комиссионного приема муниципального образования город Мирный, согласно акту приема передачи культивированных земель, были приняты участки площадью в 2016 году 15 гектар, в 2017 году 30 гектар. Шестой пункт. Обеспечить совместно с Министерством охраны природы Республики Саха-Якутия проведение мониторинговых исследований рек Ирыях, Тынтайдах, Малая Гудовья, Далдын, Марха с привлечением научно-исследовательских учреждений, а также независимой научной экспертизы указанных исследований. В соответствии с предложением Министерства охраны природы в 2016 году было проведено комиссионное обследование водных объектов рек Далдын и Марха с притоками. Помимо Министерства охраны природы принимали участие государственные инспектора Мерлинского комитета охраны природы, специалисты ГБУ РИАЦЕН и от компании руководители и промышленной санитарной лаборатории. В 2017 году компания при участии Министерства охраны природы реализована программа комплекс совместных экологических исследований природных средств в зоне деятельности компании. Седьмой пункт. Организовать мониторинг содержания радионуклеидов трития стронция 90 в оборотных водах обогатительной фабрики номер 12 Дачинского горно-обогатительного комбината и на выходах подземных вод. Мониторинг содержания радионуклеидов в оборотных водах на обогатительной фабрике и на выходах подземных вод проводился в 2015 году с привлечением НИИ промтехнологии. В 2017 году при участии Министерства охраны природы реализована программа комплекс совместных экологических исследований природных средств, а также выполнено исследование возможности миграции третьей из полости подземного ядерного взрыва «Кристалл» в рудник «Удачный» с дренажными напорными рассолами. Также оказано содействие по исследованию мирного вод в районе мирного ядерного взрыва, это Крафон. Девятый пункт. Обеспечить ввод в эксплуатацию объектов очистных сооружений, реконструкция поселка Айхал, город Удачный. Реконструкция очистных сооружений производительностью 15 тысяч метров кубических в сутки города Удачный завершена строительством, введена в эксплуатацию в сентябре 2017 года. Десятый пункт. Провести мероприятия по улучшению показателей очистки сточных вод объектов компании в связи с недостаточной эффективностью работы канализационной очистной станции в городе Мирный. В связи со сложностью технологического процесса очистки, связанного с поступлением смешанных хозяйственных, бытовых и промышленных стоков, привлечена компания «Эко-город» Санкт-Петербург. По результатам комплексного обследования очистных сооружений производится корректировка рабочей документации и заключен уже договор на поставку оборудования для автоматизации и модернизации технологического процесса. Окончание мероприятия планируется в 2018 году. 13 пункт. Предусмотреть возможность заключения договора между муниципальным образованием Бордонский наслед Нюрбинского УСа и Нюрбинским горно-обогатительным комбинатом о социально-экономическом развитии муниципального образования Бордонский наслед Нюрбинского УСа, на территории которого расположено месторождение, входящее в состав Накынского рудного поля. Компания ЛОС в соответствии с договором о социально-экономическом развитии Республики Саха, заключенного между компанией и правительством республики, выполняет все возложенные обязательства в рамках этого соглашения. Спасибо. Присаживайтесь.